Здравствуйте, дорогие зрители, я вас приветствую на своем канале. Итак, как надо себя вести мигрантам и куда обращаться за помощью в случае подозрения на заражение новым коронавирусной инфекцией. В Душанбе 15 мая Лев Рыжков: среди трудовых мигрантов существует целый ряд заблуждений, касающихся такого опасного заболевания, как COVID-19. Кто убежден, что стоит, почувствовав тревожные симптомы, обратиться к медикам, как больного сначала запрут в больнице, а потом депортируют. Другие уверяют, что лечение будет стоить огромных денег. Вот мы сегодня разбирались, как надо вести себя в случае подозрения на заражение новым коронавирусом. Куда обращаться? Если вы стали кашлять, почувствовали недомогание, слабость, у вас повысилась температура, а в груди возникло чувство тяжести и дискомфорта, первым делом необходимо позвонить на горячую линию непосредственно по месту вашего проживания. Куда узнать телефон и адрес коронавирусного центра? В Яндексе, Гугле или любом другом интернет-поисковике. Вводите запрос «Коронавирусный центр» и добавляйте либо станцию метро рядом, в которой вы живете, либо в свою улицу, например, Москва, коронавирусный центр, организованный при каждой районной поликлинике. В случае, если ваше состояние стремительно ухудшается, вызывайте скорую. Важно обратить внимание оператора на что вам нужна именно коронавирусная скорая, а не обычная простая. Неотложка вас не заберет в стационар, просто потому, что не имеет права этого делать. Однако отказать вам помощи оператор не имеет права тоже. Наличие или отсутствие гражданства или медицинского полиса не является основным для отказа в медицинской помощи. Мы не делим по нации и вере, как российские мусульмане помогают мигрантам. Если вы решили дойти до ближайшего коронавирусного центра своим ходом, имейте в виду, что вход в них располагается, как правило, отдельно от общего входа к поликлинику, но предпочтительно вызвать медиков на дом. В коронавирусном центре вам обязаны сделать компьютерную томографию легких. Это делается бесплатно, независимо от гражданства, прописки и наличия полисов, обязательного либо добровольного медицинского страхования. Если у вас есть полис, то вам совершенно бесплатно выдадут и набор необходимых лекарств, препаратов. Если полиса нет, вам выпишут на них рецепт. В коронавирусном центре мигрант должен получить самый главный документ, справку о самоизоляции, которая послужит основанием для ряда льгот. Они есть. Право и обязанности больного. Далее справку о самоизоляции вы должны сфотографировать и отправить по мессенджеру WhatsApp в единый центр коронавирусных мигрантов. На основании этой фотографии федеральные мигранты вам будет предоставлен продуктовый набор, рассчитанный на 2 недели, и при необходимости медикаменты. Все это волонтеры центра доставят прямо к порогу вашего жилья. Если в квартире, общежитии, хостеле вы проживаете не один, то члены вашей семьи и ваши соседи также отправляются на самоизоляцию, поскольку по документам вашего места жительства будет проходить как очаг заражения. Положительный момент продуктовый паек ваши соседи и члены семьи также получат из расчета на 2 недели. Важно, в коронацентре вы не должны никому ничего платить. Прием врача компьютерной томографии и лекарства бесплатный. Также бесплатным является визит участкового врача к вам на дом. Многие мигранты опасаются, что в случае подтверждения диагноза коронавирусной инфекции их либо уволят с работы, либо попросят очистить жилые площади, либо все вместе не уволят. Не выселят из дома заболевших. Никто не имеет права
по закону, если вы оформили на работу официальную, а на съем жилья существует договор. Никто не вправе ввести против вас санкций. Избегать обращения к медикам не нужно, хотя бы потому, что вам проведут положенные по закону тестирование. Если диагноз подтвердится, тесты сделают трижды и бесплатно. Мусульмане Москвы окажут помощь находящимся в российской столице мигранты. Имейте в виду, что многие работодатели уже не берут мигранта на работу без результатов теста на коронавирус. На коммерческой основе стоимость однократного прохождения этих тестов составляет с 1900 до 2400 рублей. Также по результатам компьютерной томографии в коронацентре медики установят степень тяжести вашего заболевания. В зависимости от результатов исследования будет принято решение о том, где вы будете проходить лечение. Существует 3 степени тяжести заболевания, вызванного вирусом COVID-19. При первой и второй вы будете лечиться дома в условиях самоизоляции. При третьей, самой тяжелой стадии, вас госпитализируют, несмотря на наличие или отсутствие гражданства или прописки. Если вам необходим подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, осуществить его может только в стационаре, производится оно также совершенно бесплатно, вне зависимости от наличия гражданства. Информация предоставлена медицинским представителем при посольстве Кыргызской Республики в Москве и доктором Дильбар Асналиевой. Вот и, друзья мои, пишите в комментарии, у кого что, и вам помогут.